Добрый день, меня зовут Галина Ворожбит. Сегодня я хочу продемонстрировать вам, в этой папке собрана вся наша деятельность нашей организации, а именно, которая была осветлена в средствах массовой информации. Вот эта папочка, здесь я сделала такую подшивку по всем годам. Вот начиная с 2000 года в областной газете нашей Черниговской была вот такая статья «И свято в души, и сябры у светлицы». Так, затем вот тут за нашу поэтессу, писательницу Лилию Черненко-Бондаревич. Вот. Потом была вот такая статья, это нам было год нашей организации «Сябры речница створения». Вот здесь фотография, это в областной газете «Сіверщина» в 2002 году. Вот здесь отец Євген вчить белорусскую мову, аби вести нею службу в церкви. Тоже газета «Черниговский вестник» в 2002 году. Затем газета «Голос Родимы» печатали за нас. Вот. Национальные колориты Черниговщины тоже за нас. Вот тут написано «Национальное культурное общество Сябры». Вот, это тоже областная наша газета. Открывали в Доме книги уголок белорусской книги. Вот. Вот. Потом статья в Деснянской правде «Коли в сердце две вітчизни». Тоже у нас есть «Когда в сердце две родины» переводится. Вот оно, газета «Молодь Украины» в 2005 году. Затем у Деснянской правде тоже была статья о нас. «Белорусы в Чернигове» в 2006 году. Вот эта газета «Сіверщина» тоже писала о нас. Вот. Тоже вот белорусы, выставка там была у нас, проводили мы. Вот. Затем фестиваль «Полесское коло», тоже там немножко о нас. Вот здесь газета Мядельского располкома Минской области. Это у нас был дружеский визит, Мядельский располком побратимой связи. Вот. Здесь вот это тоже фестиваль. Вот наши тут белорусочки выступают с цыганским бароном. Вот, тоже. Это областная газета в 2006 году за Полесское коло, за фестиваль. Вот. Затем было вот маршрут Мядельь-Чернигов. Приезжала к нам делегация с Мядельского располкома по побратимых связях. Здесь были они у нас 5 дней, посещали памятники архитектуры, истории. Вот, предприятия посещали, очень им понравилось. Вот это о нас такой буклетик, Национально-культурное товариство. Вот, тут есть и о нас. Затем, ну, тут много разных статей. Вот тоже наш фестиваль «Дорогие мои сябры». Вот это тоже большая такая статья в областной газете. Это в 2008 году. Вот здесь даже продолжение ее. Вот так. Затем тоже в 2008 году статья о нас. Вот. На вечерницах у белорусов. Это проводим мы такие белорусские вечерки. И вот собираемся, там интересные конкурсы, и песни, и белорусские стихи читаем, и анекдоты, и танцуем. Вот это в 2009 году. Вот это за нашу белорусскую писательницу была такая статья. Она издала свою книгу очередную, ей уже 15 книг. Это была презентация. Вот такая статья была за нас, наверное, в 2009 году. «И свято в души, и сябры у светлицы». Вот такая. «И песни, и смачнюч драники». Это уже в 2011 году такая статья, тоже мы там белорусские вечерки проводили. Визит делегатов белорусских общин Украины в Республику Беларусь. Это мы посещали, так тоже писала за нас. Дуже интересная была познавательная экскурсия. Вот это газета «Нарочанская зора». Там народился Максим Танк на Мядельщине. И вот это мы тоже посещали Мядельщину,
празднование Максима Танка, 100-годие его было, и мы там принимали участие. Ну, а это тут мы даем рецепты белорусских драников, белорусская блина, голдунов. Вот. Ну, это тоже у моей сторонцы «Вечная весна». Это тоже за нас, тоже такая статья в областной газете. Вот. У нас такая журналистка есть, Людмила Пархоменко. Она о нас пишет такие прекрасные статьи. Вот, люди звонят, благодарят. А это мы праздновали десятилетие нашей организации в молодежном театре. Здесь тоже большая статья. Вот. Так. Ну, это белорусские вечерки. Сябры-то сябровки пригощали налистниками и драниками. По-моему, проводы зимы мы тоже праздновали. Вот. Ну, это тоже посещали мы Мядель. Вот, с официальным визитом. Тоже такая у нас статья. Так. Ну, вот 4-й съезд белорусов Украины. Тоже она статья у «Белорусы в свете». Это в Киеве был съезд, вот тут фотография. Вот. Ну и у нас есть тоже писательница Светлана Новик. Так это было у «Голос Родимы», о ней статья. Она написала книгу «Проклятие белого лебедя», которая заняла 3-е место на международном конкурсе в Европе. Вот. А это мы проводили в 17-м году «Малюють учні Беларусь». Это тоже в «Голосе Родимы» статья. Приняло участие 30 учеников, нарисовали 40 рисунков. Очень было трогательно. Детки нам даже подготовили концерты на белорусской мове, спевали песни, стихи. Такая статья большая, вот, приятная. Ну, и это тут тоже статья за Светлану Новик, за презентацию книжки «В голосе Родимы». Тоже 2017 год. Вот такая у нас подшивка, которая хранится у нас в нашем обществе «Сябры». Вот, и когда проводим вечерницы, вечерки, каждый может взять и полистать, и вспомнить те мероприятия, которые проводились. Ну, в конце... Так скажу по-белорусски. Зичу всім доброї долі, хліба, солі, кринічної води, а ніякої біди. Грошей поболі і не хворить ніколи. З повагою чернігівські сябри. Дякую.